Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто у вас на пороге? Бывший или новый? Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто у меня на пороге, бывший или новый. Смотрите, я буду на 30 дней. Надеюсь, вы все загадали. Я попрошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, с высшей силы, волю моими руками. Что сейчас скрыто, то, о чем мы желаем больше всего знать. Так. Девчонки, вот кто-то из вас загадал, но у вас мужчина есть. Может быть, вы его считаете бывшим, но он себя бывшим не считает. Вот он сразу вышел и вышел для вас с подарком. Пожалуйста, вот он, этот мужчина. Он говорит, ну какой еще новый? Это я ее мужчина. Она моя женщина. Не-не-не, никому ее не отдам. Ну, не знаю, рядом с вами есть мужчина. Либо, по крайней мере, это мужчина, которого вы знаете, который не согласен со статусом бывший. Он считает, что он не то чтобы настоящий, а один единственный, да? Один единственный ваш. Значит, мои хорошие, в ближайшее время объявится, либо проявится, причем в самом каком-то праздничном виде, мужчина, которого вы знаете. Он идет к вам с подарком. Причем подарок какой-то важный, ценный, дорогой, может быть, какой-то прям аж чуть ли не пафосный, да, что-то прям так гениальненько он к вам зайдет и будет вас тут, вы посмотрите как, да, искушать, соблазнять, уговаривать, упрашивать, вымаливать у вас, да, внимание либо любви. Вот, пожалуйста, с левой стороны это совершенно не новый человек. Это тот, кого вы знаете. Может быть, вы как расстались недавно, может быть, это муж, с кем вы не оформили развод. Но он не согласен, что он бывший, он считает, что он настоящий, мало того, еще и единственный. Значит, мои хорошие девочки, ждите возвращенца. Возвращенца, который будет пытаться вам вот как вас задобрить подарком и будет очень красноречив, будет уговаривать, клясться, что я поменялся, я теперь другой, Боже упаси, я никогда больше не поступлю как раньше, будет вас уговаривать. А вы будете думать, как поступить, дать шанс или нет. Особенно отыграется для тех, у кого мужчина перебежчик. Знаете, вот есть у него еще какая-то дама там за спиной, и он от той дамы либо сбежал, либо, как она его, может быть, там пендалем выгнала. Ну, у каждого своя история. Значит, он настолько настрадался, он настолько натерпелся, что сейчас он просто руками, ногами, зубами, когтями он вас будет цепляться. Вы что? Он какой-то ужас испытал в своем вот недавнем прошлом, да, вот от какой-то женщины испытал, либо что-то, знаете, такое осознал, понял, может быть, на примере, например, своего друга, да, там, друг живет там с женой Мегерой, рассказал ему какие-то ужасные истории из их бытовой жизни. А этот так подумал, знаете, как репку почесал, такой думает, о, боже мой, как же я могу потерять мою идеальную супругу, да, мою идеальную женщину. И вот он, смотрите, вот под каким-то вот стрессом, да, он будет бежать к вам. Прям бежать, скакать, плыть, ползти, вот на что способен. И не с пустыми руками, девочки. Не, тут в руках у него много всего, много интересного. Тут, смотрите, факел у него в руках, да еще и луна у него в руках. Ну, это действительно какой-то фееричный подарок вам будет от этого человека. А еще, может быть, знаете, как фееричное появление. Он приедет такой красавец с каким-нибудь там букетом 1001 роза. Не знаю, есть такие, нет, по крайней мере, вот что-то прям дорогое и прям так, мужчина хоть куда.
Так, девчонки, будете думать, будете решать. Я не вижу, если честно, вашего восторга от этого бывшего, но в какой-то момент будет приятно, да, будет приятно, что вот наконец-таки ты понял, кто я такая, вот наконец-таки оценил, пусть даже с опозданием, но как реванш вы что ли возьмете. Кстати, по поводу реванша, у кого-то вот прям обида есть на этого мужчину, и у вас будет прекрасная возможность ему отомстить. Да? Месть – это блюдо, которое подается холодным, а тут он сам идет такой весь разгоряченный, весь такой уверенный, что вы его там ждете, что вы ему тут сейчас все простите, скажете: о боже, Ваня, я ваша навеки и прочее, прочее. Здесь вот вам и карты в руки, вы будете вершить судьбу вот этого мужчины. Но кто хотел отомстить, девчонки, время просто идеальное. Удовольствие получите максимальное. Да и в принципе, да, все-таки приятно, когда человек осознает, когда до человека доходит, что потерял, либо дошло, насколько вы добрый, положительный человек, и насколько вы ценный человек, да, что он упустил. Так, ну это прям на самое ближайшее время. На отдаленное время у вас 2 мужчины идет. Я не могу сказать, что вы с ними будете прям встречаться, общаться, ну как ухаживать будут кавалеры. 2 мужчины. Тоже не могу сказать, где они у вас будут присутствовать, но один приблизится к вам, прям приблизится к вашей дороге, то есть где-то, может быть, даже на свидание с ним будете ходить. Но пока вот на ближайшие, да, я смотрю на 30 дней, вот этот бывший, с кем у вас тут будут приключения, скажем так, возвращение, электроника, да? А вот эти 2, они как ухаживать будут, либо там проявлять к вам внимание. Но один поскромнее, может быть, там в интернете познакомитесь, может быть, ну, какой-нибудь там коллега. А второй такой, знаете, более понапористее, потому что он на вашу дорогу переходит на дорогу, и причем так, знаете, прям конкретно идет. А знаете, зачем идет? Идет именно за вами, как за женой. Не для того, чтобы там развлекаться, да, там легкие отношения, а вот именно за женой идет. Не могу сказать, за 30 дней не могу сказать, что поменяется, но вот, девчонки, вам кольцо выходит, видите? Кольцо, на котором птичка сидит. То есть вы за эти 30 дней, если, например, не хотели замуж, либо не готовы были к замужеству, вы крепко начнете думать о том, чтобы опять вступить в брак, да, либо там создать действительно какие-то вот через кольцо семейные отношения. Вы будете об этом думать, но пока это не происходит. Так, что еще хочу сказать важного именно для вас по поводу мужчин. Вы настолько ценная, вы настолько классная, вы настолько будете вот такие флюиды распускать вокруг себя, что мужчины действительно будут терять голову от вас. У вас просыпается женская сила. Ну вот она, вы выходите, смотрите, какая красотка. Кружить головы будете мужчинам направо и налево. Направо и налево. Очень много комплиментов будет. Вот может быть то, что бывший, да, вот одумался, как-то прискакал к вам, у вас самооценка очень сильно подрастет. И благодаря этому вы почувствуете себя королевной, не меньше, нет, не меньше, а может даже богиней почувствуете. Это очень замечательно, потому что каждая женщина, она и есть богиня. Вот и вы об этом не должны забывать. Неважно, сколько вам лет, неважно, какая у вас там одежда, неважно, есть ли у вас возможность что-то там себе корректировать, неважно, важно, как вы изнутри себя ощущаете. Ведь эта главная энергия, она идет изнутри. Вот. И как вы себя будете вести, как у вас будут гореть глаза, вот это важно. То есть в ближайшие 30 дней вам блистать, сиять, и мужики просто слепнуть будут от вашего сияния. Мои хорошие, постарайтесь сохраниться в этом состоянии. Это самое классное состояние для женщин. И я желаю, чтобы каждая из вас вот именно той самой богиней и стала, и никогда не сомневалась в своих внешних и внутренних данных. Вот поверьте, это самое главное. Мои хорошие, добра вам, счастья вам и, конечно же, хорошего вам мужчину. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.